Тишину морозного дня последнего зимнего месяца разрезал звонкий, требовательный крик младенца. «Мальчик!» — счастливо выдохнула мать. «Сын! Сын!» — повторил Хамза. Тогда, 28 февраля 1941 года, он и не подозревал, что этот день окажется для него самым счастливым. Спустя 5 месяцев после рождения сына Хамзу призвали на фронт. В родной аул он больше не вернулся. Даже фотокарточки не осталось в семье, только черный треугольник, извещение о гибели Хамзы Курманова. Мальчика воспитывала бабушка, суровая, не тратящая много времени на разговоры, она никому не давала спуску, когда дело касалось ее любимца. Рука у совсем еще не старой женщины бывала порой тяжелой. После войны аул Шонай мало чем отличался от сотен других таких же сел и деревень. Кайрлы и другие мальчишки на бричке возили сено с полей, погоняя запряженных быков. 6-летний мальчуган думал лишь о том, как бы выспаться. Так закончилось детство. В 6 класс Кайрлы пошел в городе Кокчетаве. Его и других сверстников, ставших впоследствии хорошими товарищами, жизнь свела в казахской школе-интернате номер 3 имени Малика Габдуллина. Проказничая, порой ребята не забывали об учебе. О том, что у него есть сводная сестра, Кайрлы узнал, будучи уже подростком. Познакомившись с ней поближе, и вовсе прикипел душой. Казалось, она копия матери, которой он тоже никогда не знал. Молодая 30-летняя женщина, мать 2 детей, сгорела от редко излечимого в те годы недуга – туберкулеза. Глотая слезы, юноша решил – буду врачом. Поступить в институт удалось не сразу. Сначала не было средств, затем нужно было поднимать на ноги семью. К тому времени Кайрлы уже был женат на красавице Марие. Родилась дочь. 4 года парень шоферил, прежде чем решился уехать поступать в Карагандинский мединститут. Учеба давалась трудно. Вгрызаясь в гранит науки, зубрил по ночам анатомию, физику, химию, биологию, латынь и думал: нет, не сдамся. Перед отъездом товарищи посоветовали: не будет даваться наука, всегда открыты двери родной автобазы. Но он успешно окончил 1 курс. Нужны были деньги, но юноша не боялся никакой работы. Кочегарил, таксовал. Лишь 6 курс института, интернатура, позволила работать по специальности. Это был большой опыт, пригодившийся мне впоследствии, вспоминает Кайрлы Хамзинович. Был усвоен главный жизненный урок, озвученный еще Гиппократом: «Не навреди». После окончания института Кайрлы Хамзинович был направлен врачом-фтизиатром в Балкашинскую районную больницу, а затем заместителем главного врача по лечебной работе райбольницы села Красный Яр. В 1974 году его переводят главным врачом Щучинского противотуберкулезного диспансера, а 3 года спустя он переведен на должность главврача Балкашинской райбольницы. Эти годы стали периодом наработки профессионального опыта, прежде чем в его жизни появится то дело, которому он посвятит всю свою дальнейшую жизнь. В 1981 году Кайрлы Хамзинович принял санаторий Боровое. Он был рассчитан на 900 коек и размещался в 24 зданиях, которые отапливались 13 котельными. Коллектив добродушно принял молодого руководителя, но картина, представшая перед новоиспеченным главврачом, была удручающей. Все здания нуждались в капитальном ремонте. Это были настоящие руины. Котельные отапливались углем, шлаком была захламлена вся территория. «Глаза боятся, руки делают», — решил главврач. Постепенно здания начали восстанавливать, перешли на жидкое топливо. На сегодняшний день действует автономное обеспечение теплом. Не один порог пришлось обить энергичному руководителю. В 1989 году был построен новый корпус на 240 мест с клубом, столовой и лечебно-диагностическим отделением. Таким образом, за 6 лет облик санатория изменился кардинальным образом в положительную сторону. К
К приходу Кайрыла Хамзиновича на эту должность многие сотрудники нуждались в жилье. Благодаря своей настойчивости он смог доказать в Минздраве, что надо санаторию строить свое собственное жилье. На тот период персонал центра был обеспечен жильем 100%. Построенный 60-квартирный дом, 4 12-квартирных, 11 двухквартирных коттеджей. Таким образом, к 1989 году санаторий досрочно выполнил объявленную в стране программу «Жилье-91». Кайрыл Курманов – заслуженный врач Республики Казахстан, обладатель ордена Курмет и ордена Парасат, руководил санаторием более 30 лет. Я, сын своего народа, счастлив, что живу на этой земле, что внес свою частицу в его развитие, верю в процветание родного Казахстана.